Добрый вечер, добрый праздничный вечер. В прямом эфире 7 дней. Смотрите сегодня. Обычно бывает, человек приходит в поиск. То есть либо он останется на всю жизнь, либо вот он один раз съездил и исчез. Да, привыкли уже работать. Но нужное дело, не можем по-другому. Клятва поискового отряда дописать летопись Победы. Специальный репортаж из Волгоградской области. Bu фотография меня активен энтузиазм. Довольно-таки физически подготовленный, умел ориентироваться и в ночное время, и в дневное время. Он был первым. Гази Загитов и Знамя Победы. Судьба человека. Попали прямо на амбразуру. И тогда Акмалетдин покрыл это своим телом. Гимн подвигу солдатских матерей. Сила воспета в стихах и песнях, выбита в граните. Этот день мы всегда ждем с особым волнением. Главный праздник – праздник Великой Победы. Так совпало, что в этом году мы отмечаем его в день выхода нашей программы, в воскресенье. Мы все помним, как душевно и в то же время грандиозно, несмотря на пандемию, мы отпраздновали 75-ю годовщину Победы. Все у нас тогда получилось, хотя большая часть мероприятий, конечно, прошла дистанционно. Мы говорили тогда, вот уйдет этот трудный год, и мы обязательно соберемся и поздравим наших ветеранов очно. Если получится, обнимем их, почтим память павших, вручим подарки живым, их с каждым годом становится все меньше и меньше, увы. И знаете, все удалось. Обстановка, конечно, далеко не идеальная, но она позволила нам провести этот праздник достаточно масштабно и в то же время с соблюдением всех норм и правил. Главным событием, конечно же, стал парад Победы на площади Тысячелетия с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Я предлагаю вам послушать президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, дорогие татарстанцы, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, великим праздником нашего народа. 76 лет назад над поверженным Рейхстагом в Берлине было водружено Знамя Победы. Это стало символом окончательного крушения нацизма и завершения самой кровопролитной и жесткой войны в истории человечества. Бу якты бәйрәмдә без сугыш кырларында ятып калган батырларны искә алабыз. Исән-имин әйләнеп кайткан җиңү солдатларын, көнне-төнгә ялгап эшләгән тыл хезмәтчәннәрен хөрмәтлибез. Без сезнең алда баш иябез. В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничного уважения тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, о котором мы никогда не забудем. Низкий вам поклон и глубочайшее признание за великую победу. Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывались, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране. Славные боевые традиции поколения героев достойно продолжает российская армия. Под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина растет оборонное могущество страны, боевой потенциал и престиж вооруженных сил Российской Федерации. Поисковые отряды России и Татарстана возвращают сотни имен павших защитников Родины, с почестями предают земле их останки. Мөхтәрәм ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, яхшы кәеф һәм иминлек телим. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С глубоким почтением и гордостью мы склоняем голову перед павшими на полях сражений. Память о
великом подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах. Жеңу күні білән, с Днем Великой Победы! Ура! Центром праздника стала, конечно, Казань, где прошли сотни различных мероприятий, торжеств, выставок, акций. Не отстали от столицы и другие города. Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Азнакаево, Бугульма, районные центры и другие населенные пункты. Полная картина празднования 9 мая в репортаже Тимура Бекмурзина. По традиции празднования праздника Великой Победы начинается за несколько дней до даты 9 мая. И одно из таких традиционных праздничных мероприятий – это Вальс Победы. И пусть погода сегодня не ах, хмурятся тучи и накрапывает небольшой дождик, это не может испортить нам праздника. Тем более, когда звучит такая замечательная музыка. И посмотрите, как одухотворенно, красиво танцует наша молодежь. Праздник Великой Победы. Праздник, который учит, объединяет, делает нас сильнее, духовно чище и богаче. И пусть формально мероприятия те же, что были 2-3 года назад. Они каждый раз даже звучат по-новому свежо. А главное, все больше людей объединяет вокруг себя. И что примечательно и особенно приятно, все больше светлых, красивых, молодых лиц видишь, узнаешь на этих мероприятиях. Это не просто танец, это память. И, наверное, стоять здесь и танцевать – это честь. Не может быть формального подхода, когда речь о наших героях, о ветеранах Великой Отечественной войны. Все-таки в первую очередь это их праздник. Сахаб Салахович Лалов на фронт попал в 42-м, воевал в артиллерийских войсках связистом, участвовал в обороне Сталинграда. 9 мая 45-го года встретил под Берлином. Но и после этого война для Сахаба Бэй не закончилась. После 45-го 2 года он служил в армии и восстанавливал мирную жизнь в Белоруссии. За доблестную службу был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за отвагу. Сегодня ветерану 97 лет, и он по-прежнему в строю, передает богатый опыт молодежи. Здоровье пока еще есть. Не так, но и ходу немножко. Мне кажется, вы еще и 80-летие Победы отметите и дальше еще. Да, хорошо бы, конечно. Любите эти песни? С удовольствием. С удовольствием. Даже иногда, знаете, когда поешь какую-то военную песню, слезы накатываются, плакать охота, потому что от души все. Синенький скромный платочек, павел запущенный в плен. Времен связующая нить — это выражение, хотя немного избитое, но очень емко, очень точно выражает мероприятие, приуроченное к 9 мая, к празднику Великой Победы. И вот одно из таких, которое уже тоже стало доброй традицией, поздравлять наших ветеранов с помощью вот таких вот импровизированных концертов, поздравлять душевно, атмосферно. Не стареют душой ветераны, и путь в ритме танца закружиться здоровье уже не позволяет, но душа по-прежнему поет. Каким ты был, таким остался, а рос-то вновь, казак лихой. Екатерине Зюриной 99 лет. Лучшая связистка части, она освобождала от фашизма Белоруссию и Литву. Жду я его, жду этот праздник, особенно сейчас. В соседнем подъезде тоже ветеран войны Валентин Наумов прошел путь от простого солдата до полковника. С войны вернулся с ранениями. Уже после завершения Великой Отечественной был заместителем военного комиссара ТАССР. У 82-го дома на Ямашево поздравления и парад принимает однофамилец легендарного маршала Василия Чуйкова Владимир Чуйков. На фронт он ушел из Бугульмы 17-летним юношей. Парад у дома и мини-концерт наполняет эмоциями не только самих ветеранов, но и всех невольных свидетелей этого яркого действа. Им аплодируют, говорят громкое спасибо, отдают честь. Главных героев Победы, ветеранов войны и тружеников тыла тепло чествовали на организованном в их честь торжественном приеме.
В 1941 году из республики на Великую Отечественную войну ушли порядка 700 тысяч человек, больше половины не вернулись. Особое внимание заслуживают трудовые подвиги народа Татарстана, отметил Рустам Минниханов. За это Казань удостоена звания города трудовой доблести. Не щадя самих себя, работники заводов и фабрик круглосуточно стояли у станков. Труженики села отправляли на фронт миллионы тонн продовольствия. Врачи и медсестры спасали жизнь сотням тысяч бойцов. Неоценимый вклад в победу внесли и представители научной и творческой интеллигенции. 300 татарстанцев во время войны были удостоены звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами Ордена Славы. Свыше 200 тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Их продолжают вручать по сей день, посмертно. Удостоверение вручается дочери Гафуровой Валентине Альфонсовне. 9 мая – День радости, Великой Победы и День скорби и памяти одновременно. В России, в Татарстане это никому объяснять не надо, это знает каждый. Не зря в песне поется «Праздник со слезами на глазах». С самого утра татарстанцы несли цветы к памятникам и мемориалам в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Как мы уже сказали, в республике из 700 тысяч ушедших на фронт каждый второй не вернулся с поля боя, каждый третий считается пропавшим без вести. С цветами к вечному огню в Парке Победы сегодня пришли Рустам Минниханов, государственный советник Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухамедшин, премьер Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Медшин. Центральная и, конечно, самая грандиозная площадка этого праздника – это площадь Тысячелетия. Здесь прошел Парад Победы и было показано специальное театрализованное представление. В этом году перед организаторами стояла сложная задача. С одной стороны, передать всю величественность, масштаб, размах праздника. И с другой стороны, необходимо было соблюсти все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и правила. И, кажется, все удалось. Внимание! Говорит и показывает Казань. Парад Победы – это завораживающее зрелище. Каждый год привлекает тысячи, десятки тысяч, а с учетом огромной армии телезрителей канал ТНВ вел прямую трансляцию с этого и многих других мероприятий миллионы людей. Все как принято, но всякий раз как же торжественно и волнительно. На площади Тысячелетия государственные флаги и знамя Победы. Поздравления по случаю великого праздника от президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова. В первых рядах на трибунах они, поколение победителей. Парад Победы в первую очередь для них и в их честь. Герои среди нас, а главный герой этого праздника – это, конечно, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Они с нами все эти дни на всех мероприятиях, в том числе и на плакатах здесь, в парке имени Горького. Вот такое вот напоминание о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Великая Победа одна на всех. Оттого главный праздник с одинаковым воодушевлением отмечают и в столице, и в районных центрах, и в деревнях, и в селах. Во всех уголках нашей необъятной родины, во всей республике. В Набережных Челнах победным маршем перед ветеранами Великой Отечественной войны прошло молодое поколение, школьники и студенты. Чествует своих героев войны и город Нижнекамск, нефтехимическая столица Татарстана. Для ветерана Великой Отечественной войны Романа Бугрова из Альметьевска парад прошел прямо во дворе дома. В Нурлате ветераны принимали Парад Победы, а затем за праздничным столом вспоминали военные годы и о том, как встретили самую долгожданную новость. В Елабужском районе 9 мая отметили в том числе и акции «От сердца к сердцу». Слова благодарности получили все ветераны Великой Отечественной войны. 17 из них были непосредственными ее участниками. В Буинске ветераны на ретро-автомобилях приехали на главную площадь, где прошли торжества в честь Дня Победы. Праздник Победы в этом 2021 году уже история. История яркая, красивая, эмоциональная, и эта история с продолжением.
Мы верим, что напишем ее достойно, достойно наших отцов, дедов, прадедов, достойно поколения победителей. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Сегодня почести советскому солдату отдают по всей стране. Его образ давно не имеет ни имени, ни лица, ведь многие герои так и остались неизвестными. Но их все же удается найти благодаря упорному труду поисковиков. Более 100 останков, не вернувшихся с полей сражений, удалось поднять нашим татарстанским поисковикам у одного из сел Волгоградской области. Чистое поле в Городищенском районе. Когда-то здесь шли ожесточенные бои на линии обороны Сталинграда. Иногда здесь даже не требуется копать, чтобы услышать это эхо войны. Нет-нет, да и попадется осколок снаряда или саперная лопатка. Выяснить имена погибших героев без специальной экспертизы очень непросто. Записки с личными данными в солдатских медальонах выцвели от времени. Из экспедиции вернулась наша съемочная группа. Город Волгоград исторически, конечно, начинается отсюда. Бессмысленно, наверное, пересказывать историю возникновения этих монументов, которая всем известна. 200 дней ожесточенных боев и более 1 миллиона павших. Однако, каков контраст между этой очевидной памятью в центре Волгограда, на поверхности земли, и реальными следами скрытой в ней войны? Это путешествие во времени возможно только тогда, когда это самое время проваливается и замирает. Стрелки на часах остановились. В один момент я понял, что они показывают неправильное время. Я их пытался несколько раз перенастраивать, заводить, то есть настраивать правильное время. Они все равно продолжали показывать неправильное время. То же самое происходило у моего товарища. Когда через месяц мы выехали с этого места, часы опять начали показывать корректное время. Одного нашего товарища, ему пришлось раньше уехать с вахты. Он проехал более 2000 километров, приехал домой, и в ту ночь, когда он приехал, ему приснился сон, как он сидит, показывается в том времени, перед ним стоит несколько солдат и говорят, что почему ж ты нас не нашел? Нас 12 человек, и мы ждем тебя. То, что происходило когда-то на этом пустынном месте, влияет на то, что происходит сейчас. Просто одни люди много лет назад покорились судьбе, а теперь другие кардинально меняют свою, где сначала нужно вырыть прошлое, чтобы вырвать иное будущее. Война есть свое лицо. А вот это вот лицо смерти, которое найдено на 10 квадратных метрах. Вот нашим дедам приходилось под таким плотным огнем, я бы сказал, очень тяжелого калибра, идти в прорыв и поднимать голову, идти в бой за нашу Родину. В 1942 году в Ветреной степи проходила одна из главных линий обороны Сталинграда. За скупыми строчками, которые есть в любом учебнике истории, скрыты горечь отступления и тысячи жизней советских солдат. Эти тысячи солдат, тех, кто тогда в кровопролитных боях защищал подступы к городу, сегодня разбросаны по всей степи, в безвестности жизни и беззвучности смерти. Девочки увидели просто, что сверху лежат останки и ботинки. Потом мы уже пришли, начали расчищать. И 2 бойца. И мы подозреваем, что верхнего бойца в свое время осквернили. И сейчас мы будем их выкладывать на баннеры, чтобы было видно полностью бойца, то есть что у него вообще сохранилось. Останки уже потревожили так называемые черные поисковики. Такие ищут золото или иные драгоценные вещи. Кости они просто разбрасывают за ненужностью в поисках так называемого живого улова. Вглядитесь внимательно. Боец лежит на спине, будто прикрывая лицо руками, то ли от страха, то ли от боли.
Что может быть живее этих мертвых костей? Нет, Миш, это явно стелька. У нас большое подозрение, что эта девочка была, у нее были очень длинные ноги, и вот, несоразмерно. То есть. Вот так ненавязчиво выясняется, одни из останков, возможно, принадлежат молодой девушке, медсестре или санитарке. Возможно. Возможно и то, что солдат просто носил атрибут в кармане, как память о близких. Возможно. Война спустя 80 лет – история, где стерты даже отголоски, где нет никаких аксиом и доказательств. Единственный неоспоримый факт – перед вами. Эти кости когда-то смотрели на мир, распахнув глаза, плакали и улыбались. Очень много молодых ребят, которым еще до 22-24 лет. Это можно понять по швам черепа. Они еще не сошлись. И по зубам можно определить. Если зубы еще целые, то это... Ну, в данном случае это... Я считаю, что это все-таки молодой человек. Уже много лет они тратят свои выходные и отпуска на экспедиции. В этом году сначала был Крым, потом Волгоград. Задача обойти всю степь. Но за несколько недель, конечно, это не удается. Иногда где-то в низине лежит рота, а иногда целые полки. Медальоны редко, но находят. Еще реже в них сохраняется бумага. Результат покажет только экспертиза, а потом два пути. Братская могила или возвращение домой, где до сих пор верят и ждут, а иногда просто отворачиваются. Память такая штука, очень больно глядеть ей в лицо. Бывает так, что звонишь, сообщаешь, а тебе говорят, я даже не знаю, воевал он, не воевал, то есть никакой реакции. А есть так, что уже в трубке начинают захлебываться от слез, от радости, и потом долгие-долгие годы и звонят, и пишут, и общаемся на протяжении многих лет. То есть это как болезнь, от которой невозможно излечиться. То есть обычно бывает, человек приходит в поиск, то есть либо он останется на всю жизнь, либо вот он один раз съездил и исчез. Этим хроническим недугом уже одержимы в Татарстане сотни человек. Поисковый отряд города Чистополь. Большинству приехавших сюда ребят по 20 лет. И это уже опытные поисковики. Не всегда они знакомы между собой. За общим делом отпускают шутки, смеются, а потом вдруг непременно прерывается разговор. Может статься, что вот она каска, пробитая пулей, осколок снаряда или потерянный в атаке ботинок. Целые шлемы это найти, это очень редко. Судя по вот этому пулевому отверстию и как шлем разбит, можно даже представить, насколько тут был горячий бой. И что буквально осколки и пули, они пролетали над головами и окопами. Это кресало, которым высекали искры солдаты в окопах. То есть это согреться, приготовить себе еду. На этом кресале даже остался фрагмент гимнастерки солдата. Они знакомы с суровостью русской весны, с ее заморозками, ливнями, и с болотами неухоженных лесов, каменистой и глиняной землей, в которую врастают по пояс. Палатки, столовая, пара беседок, флаг и белый пес. Все как полагается. У них все общее – идеология и обязанности. И, конечно, еда. Ну тогда попили чуть-чуть? Пожалуйста. Вот такая кочевая жизнь. Костер, романтика. Гитара до утра. Так бывает. У нас очень много спальников, здесь 3 человека спит, но в спальниках, видите, 5. Вот первый день приезжаешь, немножко бывает пауки там, а потом как-то к этому привыкаешь, уже просыпаешься, мимо тебя пауки. Ну и ладно. Да, привыкли уже работать. Ну, нужное дело. Не можем по-другому. За этой внешней походной жизнью скрываются неочевидные, но все же подвиги, которые на этой самой земле продолжаются. Эхо войны не такое далекое, как казалось в начале. Буквально на следующий день после наших съемок, 6 мая, в Городищенском районе на мине подорвались 2 поисковика из Оренбургской области. Один из них 15-летний подросток. Война продолжает убивать, а поисковики продолжают искать. Несмотря на опасность, вопреки здравому смыслу, но ради иного смысла, который вряд ли можно объяснить.
который вряд ли нужно объяснять. Пока из-за трагедии поисковые работы временно прекращены. При страшном прошлом и туманном будущем, как оказалось, и настоящее не перестает быть полем боя. Эта боль не утихает, где же ты? Вода живая, ах, зачем? Война бывает, ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы. Диляра Юсупова, Андрей Ключников. 7 дней. Плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу. Водружение Знамени Победы над Рейхстагом. Легендарный образ окончания войны. По официальной версии, знамя подняли в 3 часа ночи 1 мая 45-го бойцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария. И долгие годы этот факт был неоспорим. Но уже во времена хрущевской оттепели стали известны еще несколько версий. Например, версия о том, что знамя было установлено над Рейхстагом 30 апреля в 22 часа 40 минут участниками штурмовой группы под командованием Владимира Николаевича Макова. Одним из первых водрузивших флаг Победы был татарин Гази Загитов. При этом он был ранен в грудь. Пуля прошла на вылет, но Загитов продолжал бой. За свой подвиг Гази Загитов был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден лишь орденом Красной Звезды. Как и чем жил в послевоенные годы человек, который, несмотря ни на что, ждал свою заслуженную награду? Наш корреспондент Эльзира Юзаева побывала на родине легендарного татарина Гази Загитова. Деревню Янагушево, что находится на северо-западе Башкортостана, называют родиной 20 озер. Это Щучье озеро самое красивое и целебное. Испокон веков здесь запрещено, как говорят в народе, мочить ноги, то есть купаться, а воду можно использовать только для питья. Когда-то это тихое, укромное, плодородное место стало землей обетованной для татарского народа. Именно сюда в 1688 году переселилась группа служивых татар под предводительством Акберды Бикбулатова. По данным первой переписи, в деревне Янагушево проживали свыше 2000 человек. И что самое удивительное, за прошедшие почти 500 лет коренной народ не был подвергнут ни межэтнической, ни межконфессиональной ассимиляции. Во всей деревне и сегодня, а это почти 500 человек, превалируют только 2 фамилии, представители 2 древних родов – Бикбулатовы или Загитовы. Исем фамилия ничек сина? Загитов, Рафаэль, Радикова. Синда Загитов мэнэй? О том, кем был их знаменитый родственник, все Загитовы в местной школе знают не понаслышке. В деревенском музее, который начали собирать еще в прошлом веке в честь знаменитого односельчанина, директор Айрат Загитов показывает небольшую, но очень ценную экспозицию. Вот аттестат с 4 и 5. Гази Загитов учился прилежно, был немногословен, но с детства рос неугомонным и бойким, грозой парней из соседних деревень. В деревню под страхом заполучить синяк под глаз боялись заходить чужаки. Он мечтал стать врачом и даже 2 года успел проучиться на медбрата. Но началась война. С первых же дней наравне со взрослыми 19-летний еще вчерашний мальчишка бесстрашно рвался в бой. Первую же награду Гази Загитов получает в 42-м. В его арсенале были практически все самые ценные боевые награды. Медаль за боевые заслуги, за отвагу, 2 ордена славы и орден Красного Знамени. Довольно-таки физически подготовленный, небольшого роста, умел ориентироваться и в ночное время, и в дневное время. Войну прошел в разведке, и служа в разведке, он не был ранен ни разу до вот этого 30 апреля 1945 года.
Он дошел до Берлина в составе штурмовой группы добровольцев, которые должны были захватить Рейхстаг. К вечеру 28 апреля капитан Маков, сержанты Загитов, Минин, Лисименко, Бобров ворвались в здание немецкого парламента. Запертую дверь выбили бревном. Позже один из участников тех событий, старший сержант Минин, в своих воспоминаниях напишет: «Впереди нас бежал Гази Загитов. Он захватил с собой фонарик и освещал нам путь. Через слуховое окно мы выбрались на крышу, и в темноте мы увидели скульптуру. Огромная фигура женщины в короне. Мы закрепили знамя в короне бронзовой великанши. Было 22 часа 40 минут». Это случилось за 4 часа до официальной версии установки Красного Знамени. В тот же вечер, уже после военной операции, Гази Загитов был тяжело ранен. Но даже с простреленной грудью он не оставил свой пост. Рейхстаг охраняли до победного. 1 мая 1945 года вся группа капитана Макова, в том числе и Гази Загитов, была представлена к высшей правительственной награде – присвоению звания Героя Советского Союза. Но этот наградной лист, оригинал которого до сих пор хранится в архивах Министерства обороны, маршал Советского Союза Георгий Жуков, увы, не подпишет. Когда говорили, что это военная тайна, она должна была оставаться и тайной. Было принято решение Верховным командованием, что Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы. После войны Гази Загитов вернется в родную деревню, возглавит сельсовет, женится, у него родятся 2 детей. О своем подвиге он не расскажет никому. Только отцу он как-то признается: «Скоро вы кое-что обо мне узнаете». Но это ожидание для него оказалось слишком долгим и слишком мучительным. Свою заслуженную награду Гази Загитов при жизни так и не получит. Для человека, который прошел через все пекло войны, в мирное время у судьбы будет свой приговор. Трагедия произошла вот на этом участке автодороги, буквально при выезде из деревни. В этот день лил сильный дождь, и Гази Загитов уступил свое место в кабине беременной женщине, а сам перебрался в кузов. Он решил надеть свой плащ-дождевик буквально на ходу. В это время машина резко подскочила на кочке, и Гази Загитов выпал из кузова. Так гласит официальная версия трагедии, в которую, кстати, ни родные, ни близкие не верят до сих пор. Сондай хал келіп шығуы менің жүрегімді жоғалтырады. Бетсем давланды, бек қиын хал. 53 жылы шу тыныш тұрмыш, еш дәуірінде қызу іш барған уақытта сондай хал естіліп, ол тың болған. Бұл фотографияда менің әти білән Гызия абай түшкәннәр инде. Менә бу сезнең әтиегез? Менә бу әти минем Сагыдулла Казыханұлы 17 елгы, менә энекәше инде Гызия абзый 21 елгы. Сагидулла Загитов был старше Гази на 4 года. Братья росли неразлучными. Оба ушли на фронт, писали друг другу письма, оба вернулись живыми домой. После трагической смерти мать Гази Загитова ослепла от горя. Она проживет еще 16 лет, но каждый день будет вспоминать своего сына, которого пощадила война, но который пал жертвой обстоятельства в мирное время. Старший брат Сагидулла сохранит этот отчий дом, как память о своем великом брате. Он покинул этот мир пару лет тому назад. Теперь эту миссию по крови продолжает нести его сын Рамиль, племянник Гази Загитова. Политика. Хәзер шулай дип үлбеженде. Элеккенә бит инде. Алайса үз үлеме белән үлмәгән ул? Әйе, бөтен кешедә менә кемнәр аны белгәннәр, кемнәр ул вакытта булганнар, дары шул машинада булган кешеләр әйткәннәр инде, что не түгел. Случайно түгел инде. Ему было всего-то 33 года. Расследование трагедии не проводили. Родители отказались от вскрытия. Мол, не надо тревожить его душу. И все же это был несчастный случай. Или все-таки Гази Загитову кто-то помог унести его военную тайну в могилу. В этом можно было бы усомниться, если бы не одно обстоятельство. В мае 1945 года, согласно историческим документам, над Рейхстагом было установлено свыше 40 знамен. 187 человек были, как и Гази Загитов, представлены к званию за штурм немецкого парламента. Из них только 10 человек получили Героя Советского Союза. Золотая звезда Героя, по сути, так и не нашла до сей поры ни одного из тех,
кто действительно был первым. Более того, судьба многих участников тех великих событий оказалась трагичной. Григорий Булатов, еще один татарин, установивший флаг на стене, после войны покончил жизнь самоубийством. Без вести пропал за границей эмигрировавший в 60-е непризнанный герой Михаил Габидуллин. Михаил Пачковский, Семен Сорокин, у многих неофициальных знаменосцев жизнь обрывается внезапно. Многие так и не дожили до признания, многие при жизни так и не смогли вкусить этот вкус славы. 30 апреля 1964 года в газете «Комсомольская правда» выйдет статья «Знаменосцы», где впервые будут опубликованы имена всех героев, в том числе и имя Гази Загитова, спустя 11 лет после его смерти. В 1994 году Ленинградский совет ветеранов и Институт военной истории вышли с ходатайством о присвоении звания Героя Российской Федерации всей штурмовой группе капитана Макова. Но комиссия по наградам при президенте России отказала в удовлетворении ходатайства. В 1997 году общественная организация «Постоянный президиум съезда народных депутатов СССР» присвоил Гази Загитову звание Героя Советского Союза посмертно. Эта награда не имеет государственного статуса, но это ничуть не умаляет значения для народа подвига его великого сына, первым поднявшего ввысь символ победы. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Бранденбургская Мадонна. Так называли вот эту девушку со знаменитой фотографией, сделанной в мае 45-го в Берлине. Мария Лиманская, так ее зовут, жива, ей 97 лет, и живет она в селе Звонаревка Саратовской области. И на днях с Днем Победы ее поздравляли военнослужащие Росгвардии Приволжского военного округа. Ее женская судьба сложилась довольно удачно. Она вышла замуж, появились дети, внуки. Но вот сколько таких девчонок после войны, после ранений, обморожений так и остались бездетными? И вообще, когда мы говорим о подвигах, конечно, в первую очередь мы вспоминаем о героизме и самопожертвовании солдат. И реже о тех, кто их ждал, о солдатских матерях. Одна из них – Фатиха Кабировна Ахмадиева, простая женщина из села Средние Кермени Мамадышского района. Аларга дұғағына керек деп, деген бәрі жылап енді бұқыды. Когда она шла обратно, она собирала букет из полевых цветов. Ромашек, васильков, незабудок. Они еще были в тот месяц. И все время повторяла имена своих сыновей. Акмаликин самый младший, он был поэтом, писал стихи. Каждый день выходит солнце, мама, жди, мы когда-нибудь вернемся. Когда открылся у нас первоначальный памятник скорбящей матери, тот день лил дождь. И вдруг вот этот дождь перестал, вышло солнце. Фатиха Ахмадиева была знаменитой на всю округу ткачихой. Традиционное женское полотенце она ткала в долгом ожидании. Нити и сейчас не потускнели, только выбились отдельные узелки. Белый цвет – совесть и чистота, красный – честь и мужество, ромбы – символ семьи и благополучия. 8 узоров, 8 сыновей. Сколько женщин вот так вот провожали на фронт своих сыновей, отрывали от сердца миллионы, вглядывались в уходящие спины. И было им по 40, по 50, по 60 лет, и по нынешним временам это ведь даже и не возраст. Что такое ждать, вглядываясь в точку на горизонте, знала и Фатиха, а по двое ее сыновей в годы гражданской войны воевали в этих местах, и старший из могил не вернулся, погиб. И вот вновь собирала она своих сыновей, уже взрослых, состоявшихся мужчин, свою опору, свою гордость. Одного за другим провожала.
Портрет второго сына Ибрагима для его дочери Марзии Ибрагимовны – одна из оставшихся ниточек. Это единственная фотография в подлиннике, оставшаяся в семье. Когда мы приехали в военкомат, там уже не пускали. Иби осталась у ворот, а я пролезла через решетки, нашла папу и взяла его за руку. Так постояли, а потом уж мне сказали уйти. Почти сразу пришла на него похоронка, потом извещение, что пропал без вести под Москвой. Только спустя 10 лет после окончания войны стало известно. Погиб он в 43-м, разорвало снарядом. Письмо с тоской. Дорогая мама, большой привет от твоего сына. Очень по вам соскучился. Вам привет и привет сестренкам, дедушке, бабушке, соседям и всем родным. Сам здоров. Надеюсь, что все живы-здоровы. Нас хорошо кормят, от фронта недалеко. Мы скоро войдем в деревню. Чем закончится, не знаю. Надеюсь, встретимся. Бумага солдатских писем совсем истончилась, стала почти пеплом, остались вовремя сделанные копии. Карандаш истерся. На одном из сохранившихся читается только: «Маменька, вы молитесь Богу за меня пока». Письма матерям приходили больше в соседские дома. За время ожидания Фатиха Ахмадиева получила лишь 2-3 весточки. Каждый день мать читала Коран, подаренный ей одним из сыновей. Страницы его за молитвами стали похожи на перышки. Похоронки пошли с 42-го вперемешку с пропал без вести. Муктасим, Махлисула, Габдылбари, Максумжан. Мискахбеддин был летчиком, мечтал о небе еще до войны. В феврале 42-го повторил огненный таран Гастелло, направив свой подбитый самолет на боевую технику противника. Плыву Иделью вдоль и поперек. Птиц караваны манят нас вперед, они к родному дому возвращаются. Я верю, встреча и моя придет. По семейной легенде или благодаря поэтике исследователей, но будто бы эти слова были на обороте последней карточки, пришедшей от младшего, Агмаледдина. Через 1,5 года после окончания войны о гибели она узнала от однополчанина, жителя соседней деревни. Она собрала гостинцы, лесные орехи, и мы пошли. Когда она пришла, сказала ему, рассказывая все как есть, без утайки. Шли обратно с языком, то есть японцы брали, и вдруг попали прямо на амбразуру. Пулемет японский. Никак не могли взрывать или как-то, да, и тогда Агмаледдин покрыл это своим телом. Образ ждущей матери не вымысел. В 60-х годах кинематографисты застали Епистемию Степанову. 3 воинам она отдала 9 своих сыновей. Среди советских женщин она первая получила орден матери-героини. Анастасия Ларионова из омского села Михайловка, Мария Фролова из Задонска, потерявшая 10 до конца своих дней. За каждого из них местная ребятни раздавала то конфеты, то пряники. Узнав историю семьи Тасо Газдановой из североосетинского села, Расул Гамзатов написал стихи, ставшие одной из самых щемящих песен. Фатиха Апа пережить утрату не смогла. Собрав полевые цветы, она дошла до дома, где так долго ждала, и уже не смогла подняться на крыльцо. Через 3 месяца ее не стало. Историю семьи собирали по крупицам почти полвека спустя и поставили памятник, посвященный Фатихе Ахмадиевой и всем скорбящим матерям всех национальностей. Образ собирательный, и вот сейчас возникла идея создать точный портрет. Сохранилась только одна фотография. На ней Фатиха Ахмадиева, женщина в годах, держит на коленях свою внучку, совсем малышку. Сейчас Марзия Ибрагимовна намного старше своей бабушки. Она была очень подвижная, маленькая, спокойная, всегда трудилась. Все в доме у нее собирались, ночевали. На начало войны мне было 11 лет, бабушку свою я помню очень хорошо. Хотелось, конечно, именно лично ей сделать памятник. Художники, мы же тоже такие маленько сумасшедшие, все через себя проводим. И, естественно, мне снилось, мне все это снилось, у меня перед глазами все это до сих пор, потому что мы общаемся, постараемся вот прям вот проникнуть, что ли, не знаю, себя почувствовать на этом месте.
В этих складках лица все горе и боль всех матерей. Скорбь матери на Мамаевом кургане, пронзительная и щемящая, перекликающаяся с пиетой Микеланджело на высоких берегах Волги, откуда не вернулось великое множество и наших земляков. И в каждом городе есть свой образ матери, женщины, с ее вечным состраданием, ожиданием, вечным пониманием, болью, но все же с надеждой и верой в жизнь. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Андрей Ключников. 7 дней. Время не щадит никого. С каждым годом людей, которые были свидетелями тех событий, все меньше. И тем ценнее каждое свидетельство. В Набережных Челнах наша съемочная группа встретилась с ветераном Великой Отечественной войны. Гафар Хабибрахманов, ему 96 лет. На войну он ушел в 16 лет. Это удивительная история силы духа и героизма. В 1953 году здесь не было ничего. Ни людей, ни большого города, ни огромного автозавода. 68 лет тому назад на зыбкую песчаную землю вдоль Камского побережья он опустил первый росток. Так, в черте будущего большого города Набережные Челны выросло 40 гектаров леса. Этот лес будут называть Гафар Урмана. Ему было всего 15, когда началась война. Лесной техникум, где Гафар Хабибрахманов успел проучиться 2 года, пришлось бросить. В стране была объявлена всеобщая мобилизация. Практически все местное мужское население небольшой деревушки Охман Мамадышского района в первые месяцы войны было призвано в Красную армию. Жизнь в деревне, как право и по всей стране, стала совсем другой, неизмеримой с прошлым. Весь тяжелый крестьянский труд лег на плечи женщин, стариков и детей. Ему, 15-летнему подростку, доверили возглавить колхоз. Бригадир даган, значит, председатель калдым. Шулай итеп чәчтем, урдым, җыйдым. Колхозчыларга икешәр хезмәт көне биргән идем. Шуны да электәшкәннәр даган дигә. Meni tutup aldılar, beni şeyine tutup aldı, seni suyu itemiz, ruhsatsız itmek bir yana deyip. No, ben şundan tuttum da koştum. Koştum nige, Stalingrad жағынан апаран итилишке. Идеологическая машина косила всех без разбору. Вряд ли бы кто-то разбирался в истинных намерениях мальчишки, который хотел накормить своих односельчан. Первым же эшелоном, поддельным документом, он ушел на фронт. Для него это решение было спонтанным, но тогда, как признается Гафар Абый, у него не было страха перед смертью. Им управлял юношеский максимализм, он мечтал совершить настоящий подвиг и вернуться домой героем. Но у судьбы были другие планы на сей счет. Война в действительности оказалась совсем не такой, которую он рисовал себе в мечтах. Судьба его забросила в самое пекло. 23 июля 1942 года шли ожесточенные бои на западном берегу Дона. По плану немецкого командования, именно на юге в летнюю кампанию фашисты должны были нанести решающий удар, для реализации которого было сконцентрировано более трети всех пехотных и более половины всех танковых соединений вермахта. Большая излучина Дона стала ареной жестоких сражений, в одном из которых Хабибрахман Гафаров получает первое серьезное ранение. Менә шул Дон кырпырынан башланды минем боевая операция. Вот шунда без теге Михайловкадан авылга барып җиттек. Нәйдә? Күперне алдык анда. Шунда мен контузия алдым. Менә шул башка бәйрем. Мен Саратовка ибәрделәр мине, Саратовта бер атта яттым да больницада, соннан Казанда 5 градуске больницада яттым. Он очнулся в госпитале. Рана была серьезная. Только через несколько месяцев пошел на поправку. Почувствовав себя значительно лучше, Гафар Хабибрахманов снова делает этот отчаянный шаг, удирает из госпиталя на фронт. Что сказать, мальчишка, ростом всего-то в 1,5 метра, который пулеметом-наводчиком штурмовал вражеские позиции. Командование действительно его ценило за эту прыть и отчаянность. Доказательством тому служат многочисленные благодарственные письма, ордена и медали. Штаб дивизияны прикрывает барады, үземнең взвод белән. Вот шул чагында
bir samolyot, значит, bizning ishlarni tushib ketdilar, bizga, значит, otib, tag'ir yo'qqa chiqdi. Hadi jag'adan sopqa deb otibizda, tovonda, Amerika tog'lari. Shu sopqa orqalishiga kelib chiqdi. Menga komanda berdi, komandir vзвода birday, Lakixin degan leytenant, komandir vзвода o'shanda. Вот. Открыть огонь degan. И men berib tushirdim nega samolyotni. Вот. Shundan tashiddiga komandir vзвода tashiddi. Орден Красного Звезды, а меня за боевые заслуги верили. Подошел. Но в 1945 году для Гафара Хабибрахманова война еще не закончится. Его гвардейская дивизия после победы будет переброшена на Дальний Восток и в Монголию, где советские войска встретят упорное сопротивление противника. Лишь в 1950 году он вернется домой. Как и обещал своим родным, вернется настоящим героем. Но почивать на лаврах ему долго не пришлось. Такой уж неугомонный характер. Нужно еще было успеть закончить техникум и обустраивать личную жизнь. В 1953 году молодому леснику, герою войны Гафару Хабибрахманову, страна дает еще одно стратегическое задание – вырастить лес для будущего города на Каме. За свою жизнь он построил дом, вырастил детей и посадил 2000 гектаров сосен. «Я уже слишком долго живу», — говорит 96-летний Гафар Абый. В его жизни действительно было много разных событий. И рабочие будни, и семейные праздники, было все, и радости, и горе, разочарования и победы. В его большой книге под названием «Жизнь» много частей, но главная из них — про войну, ведь только она так часто ему снится. Кра. Соғыш кра. Көп кра, соғышта кра, соғышты құлақта да кра. Тұрмышта кра бек көп. Ипташтар кралар. Тіршілік көп кра. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. На этом мы завершаем сегодняшний праздничный день. Он был полностью посвящен Дню Победы. Праздничный концерт, бессмертный полк, минута молчания, салют Победы. Все события с колес в выпусках новостей. Все это могли видеть зрители каналов ТНВ и ТНВ «Планета». А торжественный парад ко Дню Победы, проходивший сегодня в Казани, транслировался в прямом эфире на весь мир. Зрители главных республиканских каналов, находясь за сотни и тысячи километров от столицы республики, смогли стать гостями Казани. Ведущие прямого эфира расположились у Спасской башни Казанского Кремля, откуда наблюдали и рассказывали зрителям о том, что происходит на площади Тысячелетия. В трансляции было задействовано 16 камер, расположенных у Кремлевской стены и по всему периметру площади. Зуфар Давлетшин о нашем Дне Победы. Hürmetli тамашачыларыбыз, без Кабаттан Болгар радиосы студиясында 9 май Бүйүк Жиңүү күнү уңайынан без... Первыми начинают работники радио. 7 мая – профессиональный праздник, плавно перетекающий в День Победы. Подготовка к главному событию для всей страны здесь началась еще ранней весной. С марта месяца у нас шли программы «Алар-Жиңу Китерда», специально приуроченные вот к этому празднику. И сегодня мы повторили самые лучшие выпуски этой программы. Болгар радиосы алып барышларда әлеге зур үлемсез полк акциясына кушыла. И по радио иногда можно показывать портреты ветеранов. Пока это виртуальная акция. Уличное шествие должно состояться 24 июня, в день первого послевоенного парада Победы 1945 года. А в 2019-м бессмертный полк по всей республике проходил под сопровождение радио «Болгар». Был русско-татарский эфир, звучали песни и на татарском, и на русском, стихи наших великих поэтов тоже и на русском, и на татарском. Естественно, они все были посвящены Великой Победе. Начиная с улицы Карла Маркса до Казанского Кремля, на улице вещал Болгар радиоса. 7 мая в День радио состоялась и генеральная репетиция главного торжества года. Уже установлена сцена, завершается монтаж осветительного и звукового оборудования. До позднего вечера шел генеральный прогон. В большой концертной программе, прошедшей на площади Тысячелетия Казани, участвовали больше 1000 артистов и спортсменов.
Это все лучшие, без исключения, все самые лучшие коллективы республики. Все своими силами, все своими силами. И все хореографы-постановщики, все режиссеры-постановщики, художники-постановщики, все это наши коллективы. И для нас это очень такой принципиальный момент. Мы фигуристы, и нам поставили номер, и мы будем выступать на роликах. Для нас это впервые. Мы очень удивлены этому. Здесь два коллектива, старшие и еще постарше. Помладше называется Идель, а постарше Татарстан. И мы объединили наши силы и сделали одну композицию. Если фигуристки-синхронисты выступают на асфальте в День Победы впервые, то танцоры помладше и без коньков здесь уже почти завсегдатаи. И создается впечатление, что многочасовые тренировки их не утомляют. Мы танцуем и поем. Мы перед концертом, тренировка у нас как выходить, все такое. Первый раз такой парад? Нет, второй. Выступать будем, выступать. День Победы. Здесь же режиссеры концерта и телевидения обсуждают план совместных действий. Трансляцию смотрели на мониторах, установленных на площади, и в телевизорах не только Татарстана. Эту картинку могли видеть зрители каналов ТНВ Татарстан и ТНВ Планета практически по всему миру. Парад в этом году был на площади Тысячелетия, очень большая такая территория, и поэтому пришлось развернуться на 2 ПТС. Одна ПТС развернулась на 11 камер, другая же ПТС развернулась на 6 камер. Эти камеры приходят в каждую из ПТС, и каждый ПТС уже отдает финальный сигнал сюда в формирующий аппарат. И как раз для слаженной работы, чтобы не было повторений планов, либо повторений задач, нужно было им управлять и координировать. Вот это, наверное, была одна из таких сложных задач – предсказать работу каждой ПТС, и чтобы они не пересекались по задачам с другой. Километры кабеля нужно было уложить так, чтобы и зрителям не мешали, и случайно их не повредили. За сутки до начала были выставлены и настроены, или, как говорят режиссеры, пристрелены камеры. Все расписано по минутам, и здесь свой сленг. Ты даешь общий план Спасской башни в начале под куранты. Звук курант будет от алмаза. Он тебе скажет на пятом ударе, тебе нужно будет миксом мягким перейди на крупные часы уже. Все, поняла. У тебя вот эта камера 1-2, это те камеры, которые ты отдаешь под меня. Это у тебя будет слон. Слон на сленге телевизионщиков – это такая вот большая камера с высоким разрешением, широкоугольной камерой с 88-кратным увеличением. Вес ее около 20 килограммов, и собирается она для работы по частям. От Спасской башни Кремля можно без искажений разглядеть глаза сидящих на трибуне, расположенной у центрального стадиона. Конечно, по телевизору не передать настроение, атмосферы, энергетики этого праздника. Но зато по телевизору можно разглядеть все в деталях, не мешают ничьи головы, затылки. 1,5 десятка камер установлены по периметру этой площади и еще около Кремля. Съемка ведется даже с воздуха. Зуфар Давлечин, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. На этом все на сегодня. С праздником вас! С Днем Победы! До свидания! В студии София Егорова. Здравствуйте! Предстоящая неделя подарит нам настоящее лето. Об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге понедельник еще пасмурный, плюс 17. Однако во вторник небо расчистится от облаков. Выглянет солнце, и воздух прогреется к выходным до плюс 24-27 градусов. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Баблах и Азнакаево, понедельник будет также пасмурным и плюс 22. Однако со вторника погодные условия улучшатся, и придет настоящее лето до плюс 26. В центральном районе республики в течение всей недели погода будет максимально комфортной. Выглянет солнце и станет тепло, плюс 25-27 градусов днем. На юго-западе республики начало недели дождливое и прохладное, плюс 15, но потом погода разыграется до плюс 27. На северо-западе республики, а также в Казани, почти вся неделя ожидается солнечной и комфортной. Даже дождливый понедельник не испортит настроение. Предстоящая неделя станет настоящей репетицией лета. Желаем вам отличного настроения и до скорой встречи. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.